Здравствуйте! Я рада приветствовать всех в прямом эфире программы «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и на радио ТТИМ национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. Сегодня в студии ведущая я, Бурдукова Ольга, логопед, член регионального общественного движения «Трезвая Якутия», руководитель проекта «Парадигма трезвости». И мы продолжаем цикл, посвященных трезвости. Хочу представить нашего гостя. Чернявский Виктор Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте. Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия, член Союза писателей Республики Саха-Якутия, член Высшего совета старейшин Якутии, профессор, академик, матер. Академия трезвости. Да, Международная академия. Международная. И сегодня продолжаем говорить, конечно, про трезвость. И хочется поговорить, наверное, в первую очередь про закон о трезвости, закон о профилактике злоупотребления алкогольной продукции в Республике Саха-Якутия аж от 25 декабря 2003 года. Ну, он вроде бы, с одной стороны, давненько, да, закон этот вышел, но с другой стороны, он очень грамотный. И вот давайте про него сегодня поговорим. Когда я начала готовиться к программе, как мне тяжко было вот это слово «злоупотребление». И выговаривать, да. Как бы алкоголь вообще в принципе, да, норма употребления должна быть 0. Для яда никакой нормы да, ну вот не 0, существует. вообще никак. А тут как будто бы мы говорим про злоупотребление, как будто бы, немножко можно. И давайте вот в этих вот нюансах разберемся, вообще правильное название, неправильное, и про сам закон. Прежде всего, Ольга Юрьевна, спасибо за выбор на разговор. Спасибо НВК Якутии Саха за предоставленный эфир о себе. 1979 год. 28 января. Последний раз принимал в больших дозах алкоголь и курил. А 29-го, когда проснулся, я искал ни рюмку, ни бутылку, которые смотрели на меня из домашнего секретаря коллекции. Я искал валидол и валерьянку. А когда пришел в себя, оглянулся назад и сделал для себя вывод. Хватит. Или же болезнь, инвалидизация, самомучение, большой труд на ближайших родственников и семью, а лучше быть трезвым. Да. И получилось. И вот 79-й год, и, слава Богу, 2026. Разница плюсовая в годах моего трезвого образа жизни. Второе, раз уж пригласили. Буквально 3 дня назад Министерство здравоохранения проводило на базе Роспотребнадзора совещание по оказанию и совершенствованию медицинской помощи по различным, я бы сказал, тяжким проблемам. Онкология, опухоли органов и злокачественное перерождение крови. И второе, выступила Елена Ивановна Кудря, которая сделала доклад о том, как якутяне, в общем-то, можно работать и с коллективом, и с обществом, с тем, чтобы все-таки потребление алкоголя у нас в республике пошло на спад. Они же взаимосвязаны. И у нее вроде бы получилось. И я тогда задал ей вопрос, потому что возникла у нее небольшая полемика с представителем Министерства здравоохранения.
и вынужден был сослаться на закон о злоупотреблении. Когда я его изучил с фломастером, получилась некоторая цветная картинка. Но в чем суть-то заключается основная? Злоупотребление алкогольной продукцией, потребление алкогольной продукции в количествах, вызывающих среднюю или тяжелую степень опьянения, или систематическое потребление алкогольной продукции. А второй абзац. Потребление алкогольной продукции – социальное явление, выражающееся в массовом населении алкогольной продукции. Я добавляю одно слово – выражающееся в индивидуальном и в массовом потреблении. Почему? Потому что, работая с личностью, работая с небольшой группой, можно доходчиво донести ту тяжкую, отягощенную, сопутствующую динамику, которая несет за собой не только злоупотребление алкоголя, но и потребление. Ибо что бы, где бы кто и на каком уровне не говорил и не выражал свое мнение, однозначно, алкоголь – это яд. Поэтому статья 2. Целями государственной политики по профилактике злоупотребления, а я как эпидемиолог и профилактик, но слово профилактика немногим ясно, а употребление ясно. Так вот, по предупреждению употребления, значит, и злоупотребления алкогольной продукции. И тогда вот этот вот работа с небольшим коллективом или через средства массовой информации на общественной площадке, дай бог, неоднократные такие выступления будут давать позитивный, положительный результат. Вот приведу пример. Правда, это касается табакокурения. Один знаменитый американский актер, он уходил из жизни от рака легких. Последние 10 дней он распорядился, в его палате поставили телерадиоаппаратуру, и он 3 раза в сутки обращался к американскому народу с тем, что люди, не курите. И каков результат? Около 30% американцев, слушая его обращение, бросили и расстались с вредной привычкой табакокурения. Так почему же и с алкоголем так не поступить? На этом совещании выступали доктора по онкологии. И знаете, мне легло на сердце и на душу, и в мою профессиональную багажную сумку, портфель, выражение «равнозначный консультант». Так вот, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, уважаемые якутяне, перед вами выступает равнозначный консультант, то есть человек, у которого в прошлом была алкогольная ситуация на грани злоупотребления, но нашлись силы, воля, сразу прекратил употреблять и алкоголь, и табак. И здесь вот я хочу предупредить, выходя на массовую аудиторию, срывы после
воздержание употребления алкоголя или табакокурения провоцирует, думаете, кто? Самые ближайшие друзья. И в моей практике я вынужден был применять не совсем этические поступки с тем, чтобы, когда говорили «пей до дна» моей супруги или из моего ближайшего окружения родственников, потому что падать на дно человек начинает с первой рюмки. И здесь вот следующий, допустим, при осуществлении государственной политики по профилактике, опять статья, а я предлагаю по предупреждению злоупотребления. А это должно быть самым первым действием и со стороны государства, и со стороны нормальных людей, как совет. И еще позиция, которая привлекла внимание: содействие в укреплении здоровья и физического развития, трезвый, здоровый образ жизни. Вот в чем и заключается мои замечания к закону по злоупотреблению. Разные люди, разные возможности у каждого человека. Я имею в виду на приобретение того или иного марочного или ведь страшны суррогаты, но пьют. Угу. И когда мы перейдем к медицине, назову еще страшную цифру, которая есть, она зафиксирована. Вот что касается первого и второго посыла. О себе равноценный консультант, равнозначный. И замечание по закону в отношении злоупотребления. Надо начинать по предупреждению употребления, следовательно, степень риска и аудиторная массовая когорта, она, стучу по дереву, снизится. Угу. Ну, получается, там же с более раннего возраста, да, мы можем предупреждение проводить. Это прям наверное, с нуля месяца. Вот я с вами согласен. Пусть у нас ключевое слово для радиослушателей и телезрителей звучит предупреждение употребления алкоголя. Ну вот, психолог. Как победить тягу к алкоголю? А зачем доводить? Зачем становиться рабом чтобы потом этой побеждать. вредной привычки? Да лучше ее не приобретать, лучше не употреблять, и тогда не нужно будет кого-то побеждать. Ты сам хозяин своей жизни, своего времени. А сколько добрых дел, советов ты, трезвый, дашь самому себе, семье, родным, друзьям и обществу в целом, да и государство не будет в накладе. Ну, государство как потому результат. что пьяный патриотизм не бывает. Ну да, тут абсолютно согласна. Вот что мы к медицинской, ко второй проблеме. Давайте. Потому что все-таки алкоголизм это комплексная же история. И Конечно. Рассматривать ее только с одной стороны это неправильно. В перечне заболеваний, к сожалению, удельный вес алкоголизма имеет существенный вес. Существенный вес. Но об этом же, с тем, чтобы этого не было, ведь давно сказали.
Вот официальное определение алкоголя. ГОСТ. Мгм. Яд. Не я. И я говорю. И официальный ГОСТ говорит. Яд. Не пищевая продукция. А правду, Нет, вы... Ага. а правду об этом сказали давно. Здесь с древних времен. Ну И да. Аристотель, и писатели, и поэты, и врачи, и музыканты. Многие имели в своем жизненном пространстве тягу к рюмке. Но когда они с ней расставались, они приходили к однозначному совету: не пить, не курить. А чего уж доводить до злоупотребления не нужно, потому что грань настолько зыбкая, она настолько слабая, но за горло берет цепко и лишает здоровья, радостей, работоспособности. Но отсюда, если нет производительности, нет произведенного продукта, тогда какую заработную плату нужно ожидать и пенсию по преклонном возрасте. А ведь если денег нету и работы нету, то тогда возникает еще другая социальная, общественная опасность. Где деньги взять? Или заставляешь работать и сидишь на содержании у родственников, или же лезешь в чужой огород. А это уже преступление. Это уже, если ты, начиная, сделал преступление сам против себя, То и против злоупотребив, другого уже. да, то в таком состоянии очень возрастает риск совершения антиправовых действий в отношении окружающих людей и государства. Да, вот я сейчас, вы сейчас говорили, я прям немножечко по-новому переосмыслила фразу «спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи», да? Не навредишь, как минимум другим. Ну вот, не будем голословны. Угу. Выдержки из государственного доклада Роспотребнадзора. В 2024 году в Республике Саха-Якутия зарегистрировано 170 острых бытовых, производственных, техногенных отравлений химической этиологии, что несколько, допустим, было меньше по предыдущими, но в таблице-то говорит, что если 81 динамика острых отравлений химической этиологии, все. Из 170 отравлений на мужчин приходится 103, на женщин 76, а в процентах 57-42. Но это где-то риск один и тот же, ну, приблизительно, да? Наибольшее число отравлений приходится, уважаемые слушатели и зрители, на отравление спиртосодержащими жидкостями продукции. 81 случай, из них 57 Все, мы сейчас мужчин и уйдем на рекламу 27 женщин. и потом уже поговорим еще подробнее.
Ну, а мы продолжаем обсуждение, и вот прям буквально несколько слов. Еще Федор Григорьевич Гулов считал, что главным разрушителем генетического потенциала нации на современном этапе являются наркотики, алкоголь, табак, и другие. И они вызывают 96% повреждения генетического кода, в то время как все остальные повреждающие факторы вместе взятые всего лишь 4%. То есть И вот сейчас мы начали с вами обсуждать, действительно, роль алкоголя, она очень высока в нарушении качества здоровья. Услышав ваш вопрос, у меня перед глазами стала патологоанатомическая коллекция профессора Карла Георгиевича Башарина. Царство ему небесное, вечный покой и слава, что он оставил людям свою якутскую по типу Петра I кунсткамеру. Вот если бы посмотреть эти музейные препараты, то многие бы задумались, употреблять, начинать или вообще этого не делать, тем более не доходя до злоупотребления. Это ответ на ваш вопрос. Вот таблица заболеваемости. Комментарий. Как показывает статданные, заболеваемость населения алкогольными психозами увеличилась и превысила уровень 104,7 3 года назад и 118,6. Опять профилактика. О чем мы говорим? Предупреждение употребления алкоголя. По данным токсикологического мониторинга, за отравлениями спиртсодержащей продукцией в 2024 году зарегистрировано, повторяю, 81 случаев отравления спиртсодержащими жидкостями, из них 37 случаев с летальным исходом. Спасать уже нет. Какая генетика? Если человек ушел, а уходит-то он чаще всего в рассвете сил. В продуктивном возрасте. Не в старческом, не в пожилом. Сколько отмерено судьбой и Богом. А он сам себя убивает, он сам себя отравляет. Ну и, разумеется, поколение от лиц, злоупотребляющих алкоголем и даже употребляющих. Первое свадебное, общепринято, ночь. Так если невеста и жених даже примут по фужеру шампанского, то это шампанское не французское. Уже навредит. Это наше, российское. И бродит оно не на естественном сахаре, а с полей. Поэтому качество алкогольной продукции находится в центре внимания Роспотребнадзора, и искусственные бутылки и партии выявляются, уничтожаются, но если бы не было употребления, если бы не было злоупотребления, это значит очень большого потребления, той необходимости в поставке той или иной продукции не имело бы места. Все было бы так, как надо. И вот мне хочется прочитать
выдержки Мгм. из аргументов и фактов. При этом сама модель потребления алкоголя, в которой основу составляли вино и пиво, но это напитки радости, они хорошо идут, когда жизнь прекрасна. Это так, Мгм. для радости. А дальше-то что действует? Рука тянется к крепкому уже не от радости, а от горя или напряжения. Так вот, слабые культурные напитки радости, в кавычках, это начало, но не сразу. В какое-то время доза или нужно употреблять пиво ведрами, вино литрами, будет и цирроз, и будет психоз, и все равно будет болезнь. Вот поэтому, пользуясь случаем, в свое время мы с Карлом Георгиевичем издали вот такую книжку «Светлый путь. Трезвый, здоровый образ жизни». Я только не буду. Вот они, картинки из коллекции профессора Карла Георгиевича Башарина. Мгм. И удачную картинку на самом деле открыли деток. Да. Прямо. И вот когда я выступаю перед группой или перед отдельными Мгм. и нагоняю, казалось бы, жуткий страх, перехожу постепенно на фазе такого удара срыва на определенный прием и читаю вот это стихотворение. 8:30 утра. Начинается завтрак. Еще дремлет заря, а мне нужен стаканчик не вина и не водки, а ядреного чая. Он чудо для глотки и душевного рая. Коль нужно добавить, под рукой моя кружка, не буду лукавить, верно служит подружка. Ее тяжесть в руке тянет сделать глоточек, светлость, дум в голове, сердце стук, молоточек. День пойдет по часам, по минутам, секундам, если верить годам. А сколько мне дадите? Ну, вам там где-то лет, наверное, 75-80. Вот вам, дай бог, будет скоро 8,5. Здорово. День пройдет по часам, по минутам, секундам, если верить годам. Чай сродни звонким струнам, пусть поет самовар, подпевает заварник, чай, словно солнышко дар. Лучший друг и напарник, разговор за столом, закон чаепития, замолчит сквернослов, добро от наития. И вот это наитие доброты, радости, полета от трезвого, здорового образа жизни мы с вами, если не возражаете, желали бы и передаем всем якутянам. Ну, конечно. А сейчас, знаете, современная, вообще вот маленькие дети уходят даже к воде, даже уже не чай пьют. Конечно. Да, то есть еще чище получается. И на самом деле у меня просто ребенок в сад ходил, и мы разговаривали с родителями. Оказывается, полгруппы детей сами выбирают воду. Их никто не заставляет пить воду. Они просят не чай, а именно воду. И это здорово на самом деле, что вот подрастающие наши детки, они
ну, они, может быть, еще в силу возраста могут чувствовать, что им нужнее и полезнее. Если не будет навязанной вот этой вот информационной войны, все-таки я вот считаю вот так вот, то они останутся чистыми. И да, как у меня спрашивают, вы пьете? Я говорю, я пью, много пью воды. Желательно еще сама делаю структурированную воду полезную, да, но вот тут тоже подмена понятий, да? Да, разумеется. Ведь у нас сухого остатка по сравнению с водой мизер. Ну да, без воды мы никак. И поэтому вот этот островок сухого остатка нашего тела и мозга должны быть здоровыми, плавать в чистой водичке. И если люди сейчас переходят на воду, у меня супруга это сделала 3 года, но я пью зеленый чай. Ну да, чай тоже классный, чай очищает, травяные чаи тоже. И вот, знаете, я бы хотела немножечко вернуться. Такой момент. Вот вы говорили про суррогаты, да, то есть, но по большому счету уже разницы нет. Это высококачественный напиток или суррогатный напиток? Так вот, Ольга Юрьевна, наши специалисты, не буду они ссылаться, видят разницу, да? Они провели несколько рейдов. И в рейде задействовано было до 20 отборов алкогольной продукции. И что вы думаете? Иной раз суррогат по показателям химического состава был менее, скажу, опасен, чем марка со многими звездами. Кругом, так же, как телефонные мошенники, недобросовестных производителей, в том числе и алкогольной продукции, в мире и в стране достаточно. И поэтому предупреждение по выявлению этих цехов это уже дело большой общественной, социальной и государственной значимости, ибо все обозначенные структуры стоят на охране нашего здоровья, которое прописано в основном законе Российской Федерации. Здоровье человека превыше всего. Поэтому есть адреса, по которым Роспотребнадзор совместно с силовыми органами надзора и прокуратурой работают, снижая риски воздействия по частоте обозначенных, оговоренных с нами отравлений. Спирт, видите, разница. Алкогольная продукция и спиртсодержащая продукция. У кого денег нет, он пьет спиртсодержащую продукцию. Их перечислить времени у нас не хватит. Но алкоголь это вроде бы марка, это же лицо производителя, но там тоже хватает яда. Ну, а нам нужна радость. А нам нужна радость, да, и поэтому, в общем-то, выбирать, мне кажется, надо не между суррогатом и маркой, а... Вообще не пить. Вообще не выбирать ни того, ни другого. Альтернатива есть чай, да, зеленый. Здоровый образ жизни. Трезвый, здоровый образ жизни. И вот еще такой вот, прям буквально последние минуты, последний такой вопрос. Рост алкоголизации вообще, наверное, даже мира, да, сейчас очень высокий. И мы видим уже последствия заболевания растут, и
все более и более серьезные заболевания у людей. Это же тоже следствие алкоголизации населения. Так вот, которые совещания Да, вот по проводил. онкологии. Вроде мы как бы онкология, причем тут вроде алкоголь, а на самом деле это причинно-следственная связь. И вот такой вот прям уже совсем в завершение такой вопрос. Как будто бы алкогольное вот это алкогольное движение, да, вообще на мировом уровне, алкоголизация очень похожа на как будто бы как эпидемию, что ли, или, ну, я не знаю, может, пандемию даже, да, как коронавирус. Когда был, он же рос в масштабах. Все начинается с единицы. Угу. Не по Маяковскому единица 0. Единица – это личность. И если он тянет за собой второго, третьего, а второй, третий тянет за собой второго, третьего, пятого, а пятый опять второй, третий. Вот раньше это как было? Пойдем в магазин, на бутылку сообразим. А соображали на 3. Угу. Но потом продолжали до упора, до забора, пьяного сна. Простуда, кашель, пневмония, и как дальше, или туберкулез, или онкология. Ну зачем это? Поэтому вот эта цепочка, личный пример, я же не зря, уважаемые радиослушатели и телезрители, употребил очень хороший, показательный момент – равнозначный консультант. Никогда не поздно расстаться с любой вредной привычкой, а лучше с нее не начинать. Да, меня как-то спросили, ну вот что лучше, заболеть и выздороветь? Я так посидела и говорю, а можно вообще в принципе не болеть? И никогда не знать. Конечно, можно заболеть и выздороветь, хотя не факт, что после болезни ты выздоровеешь, а можно, в принципе, и не выздороветь. Да. И вот зачем испытывать судьбу на прочность, и проще вообще, наверное, не болеть и не испытывать себя. И хочу еще раз напомнить, что трезвость, мы рождаемся трезвыми, трезвость — это естественное состояние человека, которое дается с рождения, наша задача — сохранить ее на протяжении всей жизни. Я благодарю Виктор Федорович, вас за интересную программу, за интересное выступление. Я думаю, для меня прям вы действительно открыли очень много интересного.